Уйгурская саламандра – ровесница динозавров. Наша удивительная уйгурская земля стала свидетелем грандиозных изменений на планете. Здесь законы выживания подчеркивают чудо жизни. Давайте познакомимся с живым ископаемым, с реликтовой саламандрой, ровесницей динозавров, семиреченским лягушкозубом. Почувствуем связь человека и природы сквозь миллионы лет естественного отбора и борьбы за существование. 350 миллионов лет назад здесь было тепло и влажно. Это был счастливый дом для предков семиреченского лягушкозуба. Но мощные процессы горообразования изменили все. Горы стали непрерывными, климат – засушливым. Многие виды столкнулись с вымиранием, однако группе счастливчиков на уйгурской земле удалось выжить и размножиться до наших дней. Так, нам посчастливилось увидеть облик этого живого ископаемого. Семиреченский лягушкозуб из семейства саламандр также известен как центральноазиатский лягушкозуб. В народе его называют водяной ящерицей или ребенком-рыбой. Но он отличается от обычных саламандр. Он принадлежит к семейству углозубов. Лягушкозубы гораздо меньше гигантских саламандр. Взрослые особи достигают в длину от 15 до 20 сантиметров. Самые крупные экземпляры вырастают лишь до 30 сантиметров. В настоящее время они обитают на узкой территории площадью 500 квадратных километров на границе уйгурской автономии и Казахстана. В уйгурской автономии они сосредоточены в горных районах на западе уезда Арашан, автономного округа Боратала. Это животное находится под государственной защитой второй категории и занесено в Красную книгу. Его статус – на грани исчезновения. То, что лягушкозуб выжил, неразрывно связано с уникальной средой уезда Арашан. Уезд окружен горами с трех сторон. Здесь тепло зимой и прохладно летом. Самое важное – здесь обильные источники и пересекающиеся ручьи. Для лягушкозуба, крайне требовательного к водной среде, это идеальный райский сад. Их существование хранит важные тайны эволюции позвоночных от водного образа жизни к наземному. Каждое их движение передает магию жизни. В глубине этих тихих гор есть группа достойных и прекрасных людей, которые молча оберегают лягушкозубов от исчезновения. 51-летний монгол Насра, смотритель государственного природного заповедника Синьцзянская саламандра и его верный мотоцикл. На своем мотоцикле он объезжает водоемы заповедника. Его ежедневная работа – проверять, все ли в порядке у этих детей. Где появилась новая икряная капсула, как идет процесс вылупления, не вымыло ли кого-то дождем, не заблудились ли они в траве или ручье. Стремительно мчась на своем мотоцикле по всем уголкам заповедника, чтобы возвращать саламандру в ее среду обитания. Для Насра вернуть каждого лягушкозуба домой – это долг, ведь в его сердце важен каждый из них. В 2017 году заповедник в уезде Арашан получил статус государственного национального природного заповедника. Заповедник – это уникальная защищаемая экосистема. Здесь, на высоте более 2000 метров под строгой охраной, находятся чистые ручьи, где размножается реликтовая саламандра. Каждое утро начальник станции управления Чжу-Вэньцин вместе с сотрудниками проводит обход с помощью систем микроволнового видеонаблюдения. В 2015 году мы провели предварительный подсчет. Тогда их было менее 1700 особей. Основными причинами были падение уровня воды в заболоченных местах и человеческий фактор, например, выпас скота. Мы установили ограждения в основной зоне обитания и проложили водопроводные трубы. Также мы создали комплексную платформу мониторинга «Небо-Земля». С помощью дистанционного контроля и современных методов защиты мы оберегаем их среду обитания. Благодаря этим усилиям численность лягушкозубов в уйгурской автономии сейчас достигла более 3300 особей. Результаты работы по защите получают все больше признания общества. Защитники своими действиями передают главную идею. Защита уникального семиреченского лягушкозуба семейства саламандровых
Это и есть защита уникальной природы уйгурского края, который насчитывает не только тысячи лет уйгурской цивилизации, но сохраняет ровесников динозавров.